Добрый вечер, с вами в эфире программа «Горизонт подей», и с нами сегодня Наталья Мазурина и я, Дарья Трайден, и мы будем вспоминать советское время и, разумеется, анализировать его сквозь призму дня сегодняшнего. Мы постараемся разобраться в том, какие уроки мы можем извлечь из советского прошлого и понять, почему оно так притягивает молодое поколение. Когда я обдумывала вопросы для сегодняшней дискуссии, скорее это будет дискуссия, я исходила из той мысли, что всем молодым людям нужен идеал, эталон в каждой из сфер жизни, чтобы ориентироваться в таких важных категориях, как там, добро и зло, польза и вред. И что касается модели идеального государства, то, наверное, если не у всех, то у многих тоже есть свои представления о том, какой из исторических периодов можно назвать наиболее приближенным там, к государству, прогрессивному, идеальному, человеколюбимому. Для каждого свои критерии, разумеется. Какое государство стало идеальным для тебя? Ну, мне кажется, что говоря о человеколюбимом государстве, здесь можно, в принципе, сразу отказаться от Советского Союза, потому что а гуманность ему не была присуща. И я скажу так, что несмотря на то, что я восхищаюсь определенными периодами в истории Советского Союза, я не могу для себя отметить, что этот период для меня может представлять из себя концепт идеального государства, потому что для меня, конечно, идеальное государство — это утопическое какое-то представление о государстве без войны, о государстве с добрыми людьми, без каких-то репрессий, без всего остального, что происходило в Советском Союзе. Поэтому конкретно Советский Союз, несмотря на то, что это интересный период в истории, я не могу назвать его идеальным государством для себя. Ни один из периодов. Но в любом случае, по каким-то критериям он кажется тебе важным для изучения сегодня. Да, безусловно. Я считаю, что, в принципе, изучать историю государства, которое возникло, по сути, с нуля, потому что разруха после Первой мировой войны, она была колоссальная, и которая за столь небольшой период времени нарастила такую колоссальную мощь, которую при определенных руководителях истрачивали еще не одно десятилетие, и не смогли это и долго очень уничтожали. И именно благодаря тому, что оно настолько было экономически развито, что это настолько был экономический феномен, и именно поэтому оно мне интересно. Хорошо, но если вспомнить более давние события, тоже Великое княжество Литовское до соединения с Польским королевством, это также можно считать в политическом смысле феноменом, потому что оно объединило разрозненные княжества и смогло отражать, собственно, атаки крестоносцев, московского государства. Да, конечно. Я думаю, что если обращаться в историю, то вообще можно найти множество таких феноменов, которые достойны изучения. Я думаю, что это можно делать из абсолютно древних времен. Я понимаю, о чем ты говоришь. Я думаю, что ты имеешь в виду именно государство, которое было создано на нашей территории, которая вот включала белорусские земли. Но я думаю, что мы больше обращаемся к последним событиям, потому что мир изменчив, и мы именно должны изучать тот период истории, который был создан под, скажем так, более современными условиями. Так, если я тебя правильно понимаю, то ты исходишь тут из таких прагматических соображений, что нам будет полезно. Что мы можем заимствовать в практическом смысле. И получается, что из советского опыта мы могли бы подчеркнуть для себя что-то ценное, на твой взгляд. Да, ну, во-первых,
Если говорить о каких-то уроках, то, конечно, Советский Союз показывает, что диктатура не есть хорошо. Даже если у руля становится достаточно грамотный человек, все люди не вечные, и рано или поздно его время подходит к концу, и после этого может на его место прийти человек, который абсолютно будет не разбираться в экономике или будет вести себя как-то иначе. И мне кажется, что применимо для современного общества, например, Филиппины, Родриго Дутерте, диктатор, который который осуществляет диктатуру, исходя из своих каких-то убеждений. И если это применить к современному обществу, то происходит то, что происходит. Происходит убийство, происходит абсолютно безнаказанное убийство, убийство детей, убийство невинных граждан. И если это рассматривать в контексте Советского Союза, то именно такие уроки мы должны извлекать, что вот это не есть хорошо, что такое не нужно повторять, потому что все же государство, несмотря на то, что сталинская эпоха, она для меня была наиболее яркой, и несмотря на то, что Сталин добился очень многого, все же нам нужно учесть тот урок, что после него все это пошло на спад, все это пошло на разрушение, и так быть не должно. Не должен один человек руководить всей страной, не обращаясь ни к чему, никаким советам, не прислушиваясь только к своему мнению. То есть, если я верно понимаю, для тебя основная проблема диктатуры состоит в том, что когда единоличный правитель, который в течение долгого времени находится у власти, и только он понимает ту линию, которую он проводит, когда он исчезает с политической арены, люди, которые приходят ему на смену, расхищают нажитое. Мне кажется, что проблемы диктатуры начинаются еще при ее жизни. Да, ты права. Проблемы начинаются еще при ее жизни. Во время вообще всего Советского Союза было множество проблем, было очень множество ошибок совершено, и множество вещей, которые именно, если бы это не было диктатурой, они бы не происходили. Хорошо, но поскольку мы так все время обращаемся к сталинскому периоду, я понимаю, это именно тот период, который представляет для тебя наибольший интерес для изучения. Да. Почему? По каким критериям ты его выбрала? Я его выбрала по тем критериям, что по тому, что страна достигла именно при нем наибольшего своего развития, по тому, что после того, как она достигла этого пика, ее не смогли все это расхитить в течение нескольких десятилетий. Вспомним, что при Николае II также говорили про экономический подъем, однако Первая мировая война уничтожила все это. То есть видно разница в масштабах, очень сильно видна разница это. И также благодаря авторитету Советского Союза в то время на мировом сообществе. То есть, конечно, я не отрицаю то, что Советский Союз еще долго оставался сверхдержавой, то, что он долго был интересен на мировом сообществе и дальше, но именно при сталинском режиме это было достигнуто. Хорошо, но насколько ты считаешь разделимыми вот эти вот меры по укреплению экономики и все те репрессивные механизмы, которые при Сталине начали действовать? То есть возможно ли было бы обеспечить такие темпы роста, если бы проводилась более гуманная политика? Нет, невозможно было бы, на мой взгляд, потому что именно репрессии 1937 года, как бы страшно это ни звучало, помогли убрать оппозицию. То есть Советский Союз, когда вступил в Вторую мировую войну, он уже вступил без оппозиции, по сути, без оппозиции. И после Второй мировой войны, благодаря тому, что страна была сплощенной и не было открыто выражавших протест людей, практически не было, она смогла так быстро нарастить свой экономический потенциал и так быстро восстановить себя. Конечно, если рассматривать это с гуманной точки зрения, то жертвовать людьми, жертвовать человеческими жизнями ради экономической политики,
Если бы, наверное, у меня юношеский максимализм играл пару лет назад, и, наверное, если бы меня тогда спросили, я бы сказала, да, вот главное это вот то, что нужно было страну поднять. Но сегодня я понимаю, что такая политика, она как бы, конечно, ужасна. Так делать нельзя ни в коем случае. Но, к сожалению, тогда именно благодаря этому был достигнут все вот эти вот экономические показатели, и как бы грустно это ни звучало, без репрессий, я думаю, что если они бы, может, и достигли бы таких же показателей, но это бы заняло намного больше времени. Ну, смотри, еще хорошо, отвлечемся от экономических показателей. Вот, например, ситуация с антисемитизмом, которая сложилась как раз при Сталине. В воспоминаниях Эстер Гессен, это бабушка известной журналистки Маши Гессен, женщина вспоминает о том, как она приехала учиться в Москву. Это было еще довоенное время. И тогда, несмотря на то, что Сталин уже был при власти, она не чувствовала в свой адрес никаких дискриминационных веяний. Однако, как только Советский Союз вступил в войну, ситуация начала меняться, и она была эмигранткой с Белостока, с польских территорий, что тоже было отдельным вопросом, потому что все люди, которые были переселены с польских территорий, были под особым наблюдением, но вот тем не менее, то есть существует государство, где декларируются определенные принципы, и во имя этих принципов, собственно, людей призывают терпеть жертву, то есть там нам нужно работать стахановскими темпами, потому что мы хотим коллективного блага, равенства, свободы и справедливости. И национальное равенство при создании советского государства также декларировалось. И насколько это, в принципе, тревожащий симптом, когда то, что государство обещает, и то, что становится аргументом для того, чтобы ограничить человеческий комфорт, свободу, отнять жизнь, если все эти идеалы оказываются ложью. На самом деле я согласна, что Советский Союз, в принципе, строился на манипулятивных каких-то приемах, на подмене некоторых понятий, в общем, для того, чтобы людей зазвать, и как бы использовались какие-то вот такие вот вещи. Насчет антисемитизма, да, он был, да, это было очень плохо, и я, насколько знаю, вот у меня у прабабушки раскулачили семью, она была еврейкой, насколько я знаю, после войны это коснулось и верхушки общества, потому что жену Молотова, жемчужную, репрессировали именно за ее положительное отношение к евреям, которое она часто проявляла, и последней каплей для советской власти это была ее беседа с еврейским послом, где она выразила поддержку как народу, так и Израилю. После этого ее репрессировали, и да, я не отрицаю, что это было, и в принципе я считаю, что под конец, наверное, правления Сталина вообще достаточно была жесткая политика не только по отношению к обычным гражданам, но и из-за его уже параноидальных каких-то мыслей и к его приближенному кругу. А если вернуться к теме обсуждения того, что подменялись понятия, да, конечно, это было... нужно признать, что каждое государство так или иначе пытается завлечь людей какими-то обещаниями, которые не всегда выполняются. Да, в Советском Союзе их было больше, да, возможно, они выполнялись еще реже, например, про темпы коллективизации, про темпы индустриализации здесь и говорить как бы не стоит, потому что там как бы все уже и понятно. Но если рассматривать это по отношению к людям, это было действительно нечестно. Если рассматривать это в контексте того, что нужно было построить страну, да, это как бы можно тогда оправдать. А страна — это разве не люди? То есть, допустим, статус на мировой арене — это одно, и понятно, что он может как-то укрепляться абсолютно в отрыве от повышения уровня жизни населения.
Современный пример — это Северная Корея, у которой есть ядерное оружие, и за счет этого она может себе позволить ту политику, которую она проводит. Не видишь ли ты тут определенные параллели? Ну, то есть ведь масштабы и пропорции очень важны. Ну, разумеется, что политика — это такое дело, где все лгут, или почти все. Ну, я думаю, что все. Но есть какие-то пределы, в конце концов. Ну, для чего запускать человека в космос, для чего развязывать холодную войну с США, если свобода, равенство и братство — это просто пустой звук? Ну, запускать человека в космос и развязывать холодную войну — это все же близко к... Ну, это все-таки хрущевский период. Если говорить о том, что насколько... что государство — это прежде всего люди, да, но в то время рассматривалось государство в качестве машины по построению социализма. Да, хорошо, но что есть социализм? Социализм — это вряд ли перераспределение власти, которое фактически произошло после революции. То есть появилась новая элита, новая верхушка, которая имела доступ к власти и материальным благам. Остальные люди точно так же были отчуждены от этого. Потому что выборы в Советском Союзе были безальтернативные, и, собственно, не было никаких механизмов для осуществления волеизъявления народа. Хотя это, я просто пытаюсь понять, каким образом социализм мог быть построен, если абсолютно все его идеологические постулаты год за годом нарушались и девальвировались. Вероятно, потому что одной из задач тогда правления было построить социализм не только внутри страны, но и вне страны. Например, Молотов говорил под конец жизни, что это одна из самых нерешенных проблем, одна из двух нерешенных проблем. То есть социализм вне Советского Союза не был построен. И для того, чтобы его построить вне Советского Союза, нужна была какая-то мощь, нужно было влияние на мировой арене, и для этого нужны были эти меры. Если говорить, и, к сожалению, это нужно было сделать для люди, которые это все делали, для них это нужно было сделать вот сейчас, вот прям сразу, и вот все это вот вместе. Поэтому жертвовались людьми внутри страны, которые говорили, что вы еще немножко потерпите, и тогда мы уже все заживем, потому что у нас будет вот весь мир такой вот, как мы. Мне кажется, это абсолютно недальновидно, потому что Польша, Литва и Латвия, которые были присоединены к Союзу позже, они не хотели входить в его состав, и после выхода из Советского Союза они тоже очень такую конкретную позицию по этому вопросу имеют, что, собственно, было предсказуемо, потому что, если меры, которыми ты строишь идеальное государство, не популярны в народе, то каким образом пролетариат может испытать сочувствие к тому, что происходит? Нельзя сказать, что советская власть не была популярна среди народа, потому что все же образ Сталина достаточно искажен в современных учебниках, в каких-то книгах. Практически нет источников, которые говорили бы о нем достаточно объективно. Либо одни его восхваляют до образа едва ли не самого идеального и святого человека в Советском Союзе, другие его унижают и перечеркивают все хорошие вещи, которые он сделал для страны. Но нельзя отрицать того, что все же определенная симпатия у людей была, и на самом деле люди, они, я бы не сказала, что вот прямо все люди так выступали против советской идеологии, потому что даже я сужу по своей семье, я сужу по семьям моих знакомых, они, естественно, по более старшему поколению, и они поддерживали.
тебе не кажется, что это какая-то форма стокгольмского синдрома, потому что не любить Сталина было едва ли возможно, но, по крайней мере, открыто. И люди, которые в дни его похорон как-нибудь там проявляли радость по поводу произошедшего, например, Короткевич, его же там чуть не исключили из университета, ну, у него были в университете проблемы из-за этого. То есть выказывание нелюбви и критика была чревата. И люди, у которых практически в каждой семье, мне кажется, был человек, который был сослан там, или расстрелян. Почему, на твой взгляд, людей это не сподвигало задуматься о том, почему это происходит так часто и со всеми? Я думаю, что они просто из-за закрытости страны просто не видели другого выхода, они не видели другого мира, они не видели другого пути развития. Мне кажется, что идеологическая пропаганда была очень мощной, и благодаря этому просто люди, они не могли осознать для себя, что это может быть как-то иначе, или что это неправильно, потому что на первом месте стоял построение социализма как раз, а потом уже стояли твои интересы и всего остального общества. Я понимаю, что это звучит странно в контексте сегодняшнего времени, потому что сегодня представить такую идею в головах людей, это очень-очень странно. Но в то время это было реально, это было возможно, и люди, которые тогда как раз строили страну, они конечно, не все. Были люди, которым было все равно, но в большинстве своем, да, они выступали именно за это. Но тебе не кажется, что здесь были не просто какие-то там идеалистические чаяния, что вот социализм — это какой-то метафизический рай? В любом случае эти люди хотели для себя простых, в том числе и материальных благ. Они хотели жить лучше, чем жили до этого, но в Советском Союзе почти никогда не происходили какие-то вещи, которые действительно улучшали жизнь простых людей. Ну, скажем так, что, наверное, если сравнить с разрухой после Первой мировой войны, действительно людям, может быть, казалось, что они живут лучше, чем есть на самом деле. И когда люди живут каким-то коллективом, и когда весь этот коллектив все-таки работает на построение будущего, мне кажется, что, ну, на мой взгляд, по крайней мере, что это можно объяснить только какой-то определенной идеей, одной на всех людей, которым они следовали. Потому что едва ли можно запугать огромную настолько страну, чтобы она никак себя, ну, не проявляла, как бы, ну, не двигалась, не протестовала. Ну, если практически в каждой семье кто-то подвергся репрессиям, то, ну, вот тебе и механизм запугивания. Я понимаю. И очень эффективный, потому что люди чувствуют, что возмездие все время рядом, и они не склонны задумываться, насколько оно было справедливым, потому что в игру вступает просто животный страх за свою жизнь. Ну, я не совсем согласна с этим, потому что мне кажется, что здесь ближе все-таки какие-то определенные идеи, которых объединяли, и до войны это было построение социализма, после войны это было подъем на фоне победы, и благодаря этому многие вещи как бы забывались, благодаря вот этим идеям людей как бы... Да, конечно, у некоторых было представление, наверное, из-за того, что, ну, как бы некоторыми людьми действительно руководствовался страх, они руководствовались страхом, но я не думаю, что всеми, что это можно говорить за всех людей. И я не думаю, что все люди жили плохо. Да, вот по поводу тех людей, которые жили хорошо, об этом я тоже хотела спросить, потому что не секрет, что партийная элита не жила так, как остальной народ. И насколько это, опять же, в видах социализма справедливо? Можно ли построить социализм, когда у руля люди, которые считают, что они достойны больших благ, чем все остальные, хотя идеология социализма противоречит этому абсолютно? Ну, я скажу так, что, в принципе, партийные люди, которые стояли в верхушке, это никак их не оправдывает, но они сменялись достаточно часто, и
было достаточно много периодов в советское время, 1937 год, послевоенное время, когда верхушка менялась, когда верхушку могли в любой момент убрать, когда ты в любой момент мог лишиться всего. Я думаю, что простых людей это... Не то чтобы это в меньшей степени обошло, конечно, их обошло в большей степени, потому что простых людей больше, если, ну, как бы смотреть на цифры, ну, туда. Но я думаю, что если брать конкретно отдельного человека, то ему это угрожало меньше, чем человеку, приближенному к верхушке, потому что уж часто верхушка там страдала. Ну, это естественный процесс. Как только ты сосредотачиваешь в своих руках привилегии, то находятся силы, которые хотят это отнять. И у меня вопрос про то, почему эти привилегии в руках сосредотачивались и насколько... Тебе не кажется, что советское государство было ложью с самого начала, потому что люди, которые всем управляли, не верили в то, что они говорят? Мне кажется, что люди, которые управляли, опять же, не все, они верили в свою идею. Возможно, они не верили в то, что они говорят, но они верили в свою идею. Действительно, они рассматривали людей как определенную, как винтики, как какие-то вот в машине в огромную, которую вот нужно как бы построить. Да, это неправильно. На сегодняшний день это вообще неправильно. Но в то время даже простые люди, им внушалось, что ну да, так оно как бы есть на самом деле. И что в Сибири на самом деле действительно враги советского государства, преступники, все ссылаются. Я не говорю, что там не было, что все они были невиновны, но... Ну вот просто я и хочу как бы прояснить, я не хочу идеализировать это, как бы, я не хочу, да, я понимаю, я не идеализирую его. Хочу разобраться, почему ты видишь в этом важный урок в том смысле, что мы можем для себя почерпнуть не только вот какие-то примеры, как делать нельзя, но и то, как можно, например, поднять экономику. Вот у нас сейчас экономический кризис, и как ты думаешь, подобные методы были бы актуальны для Беларуси? Могли бы как-то тонизировать белорусскую экономику? Я думаю, что нет, потому что мы говорим про разные периоды, и сейчас совершенно другое общество, которое переходит на информационные процессы, и конкретно в информационных процессах, я думаю, что такая экономическая программа, она просто невозможна. Ну, она и тогда была невозможна, потому что плановая экономика не действовала эффективно с самого начала. И если бы руководство было движимо заботой о людях, то эту программу, скорее всего, сразу бы свернули. Но она продолжалась вот просто до... Ну, я не утверждаю, что государство было движимо заботой о людях. Я не утверждаю, что вообще в советское время на первом месте стояли люди. То есть я еще до этого говорила, что... Я пытаюсь понять, а что там стояло на первом месте, если все идеологические конструкции, которые провозглашались с трибун, в них на самом деле не верили, потому что по-прежнему существовали люди, которые относились к элите, и люди, которые жили хуже, никакого равенства и братского отношения не было, люди тоже не были важны. Что пытались строить в таком случае? Что это должно было быть за государство, которое вот пытались построить и не смогли? Это должно было быть прагматичное государство, которое должно было быть мощнее всех остальных. Не счастливее, не еще что-то. Я не говорю про счастливее, я говорю про мощнее. Я не говорю, что эти же механизмы, которые верхушка управляла, они обернулись против них. Против Сталина это обернулось, против его детей, по крайней мере, младшего сына это обернулось, против Хрущева это потом обернулось. Практически каждого, кто участвовал в этом, потом их же система, которая зашла слишком далеко, она же их, в принципе, погубила. Против Берии, против Молотова. Против Жукова. Я напоминаю, что у нас был прямой интерактивный эфир, и наши зрительницы и зрители могли задавать вопросы, и жаль, что вы этого не делали, поэтому резюмирую все то, о чем мы говорили
так, как есть, по моим вопросам. Ну, мы с Наташей определили, что в Советском Союзе, если смотреть на него трезво, было по-разному, и что технический прогресс, повышение уровня грамотности населения, это было на одной чаше весов, а на другой чаше весов были репрессии, дефицит, очереди, коммуналки. И следует подходить к урокам прошлого, в том числе с мерилами этическими, и извлекать для себя какие-то идеи именно так. До следующего четверга. Спасибо, что были с нами.